вообще, конечно, это такое вопросище. Ну что, поехали? Что сказать? Давай заново, да? Все. Как-то волнительно. Вот как-то так. Прикольный вопрос. Типа, все так просто и не все так однозначно. Но не буду про дьявола говорить. Как-то так. Аминь. Ну что, мы здороваться не будем? Я так понимаю, все друг друга знаем. Все знают нас, мы знаем всех. Поэтому давайте сразу к вопросам. Мифы. Пастор – это человек, который управляет церковью. Но это самый большой миф. Потому что церковью управляет команда старейшин. Пастор, мы берем аналогию, которая описывается Иисусом в 10 главе. Он говорил о себе, что он пастух для народа Божьего. Он тот, который заботится, тот, который питает свою паству. Так вот, пастырь в церкви – это человек, который заботится о духовной составляющей, о духовной пище для Божьего народа. И тот, кто заботится о духовном состоянии людей. Это душепопечители. И этих душепопечителей должно быть в церкви очень много. Это не один человек, который является самым главным, и он пастор. Пастор – это человек, который сегодня служит для тебя, служит для твоих духовных нужд. Это человек, который кормит тебя, это человек, который вдохновляет тебя и который ведет тебя за собой. Пастырь – это человек, или пастор – это человек, который сегодня для тебя пример, за которым ты следуешь, которому ты подражаешь. Поэтому пастор – это человек, во-первых, не тот, кто управляет церковью. Это человек, который сегодня несет заботу в своем сердце о других людях. Большинство людей представляет себе пастора человека в красивом костюме, который рассказывает, как правильно жить надо. И это чаще всего не те персонажи. Это люди, которые с другими дарами. Это учителя, это могут быть люди с пророческими дарами. Те, которые стоят за кафедрой, иногда даже они не соприкасаются с нуждами людей. А пастор – это человек в поле, который со своими овцами, который знает, куда их вести, который знает каждого из них, который знает их по именам и который знает, как их прокормить. Пасторы живут на то, что принесут им вороны, посланные Богом. Вот они питаются тем, что приносят вороны в клювах. Но если бы все так было просто, можно было бы на этом аминь сказать и закончить. Но пасторы – это такие же люди. Это люди, которые нуждаются в том, чтобы есть, пить, где-то жить, обустраивать свои семьи, воспитывать своих детей. Это люди, у которых такие же финансовые нужды и потребности. Большинство пасторов, которых лично я знаю, я сам таким был и есть. Это люди, которые где-то параллельно работают, потому что не всегда церковь, в которой люди трудятся, она способна содержать хотя бы одного человека на полное время, потому что многие церкви начинаются, они достаточно маленькие, у них малые бюджеты, но в будущем, когда церковь начинает расти и когда церковь становится большой, у нее растет бюджет, это нормально, когда она способна содержать одного или нескольких людей на полное время. Церковь должна заботиться на самом деле финансово о служителях, которые служат на полное время в церкви. И когда мы читаем послание Тимофею, апостол Павел говорит о том, что люди, которые управляют церковью, люди, которые являются пресвитерами церкви, они должны получать из церкви или от церкви финансовое обеспечение, а те, которые трудятся в слове, и те, которые делают это верно, они должны получать вдвойне. Но это самая лучшая модель. Это когда большая церковь, когда есть большие бюджеты, церковь может содержать пастора на какую-то нормальную зарплату, на которую он выживет, и у него не будет нужды куда-то бежать и где-то еще подрабатывать. Но начало всегда другое. И многие церкви начинаются, особенно когда миссионер какой-то, который приехал для того, чтобы послужить в том или ином городе, они начинаются с того, что приходит человек, и у него есть, может быть, поддержка либо от какой-то миссии, либо от той церкви, которая его отправила. Но эта поддержка чаще всего длится в течение года. За этот год у человека есть возможность найти какую-то работу и начать параллельно зарабатывать. Классная модель, когда служитель финансово обеспечен, может быть, у него есть какие-то инвестиции, может быть, годы до этого, как он вышел в полновременное служение,
он смог себе построить, может быть, какой-то бизнес. Есть такие тоже, которые таким образом кормят свои семьи. Это люди, которые имеют пассивные доходы, и из этих пассивных доходов получают себе пропитание. Но самая лучшая модель – это когда церковь растет, растут ее бюджеты, и она способна содержать на свои деньги тех людей, которые служат для этой церкви на полное время. И это, в принципе, модель, которую мы читаем, которую мы видим в Новом Завете. Когда мы говорим о молитве, молитва – это диалог, который имеет начало, который имеет середину и который имеет конец. И в самом конце, когда мы говорим во имя Иисуса Христа «Аминь», словом «Аминь» мы ставим точку. Мы говорим «Да будет так». Все то, что мы сказали, все то, что мы провозгласили. А иногда, когда посылается, может быть, какое-то послание в церкви или проповедь проповедуется, для того, чтобы поставить точку, человек говорит «Аминь». Это то, что означает полное завершение. Аминь. Ой, вообще классный вопрос. Если бы Бог не просто слышал все наши молитвы, но еще и отвечал бы на все наши молитвы, я вас уверяю, в том месте, где я лично живу, была бы всегда одна и та же температура, 30+. И днем, и ночью, и зимой, и летом. Там бы росли пальмы, не заканчивалось солнце. Я бы понимал, что я буду молиться, никаких облаков, никаких туч, никаких дождей, всегда только солнце. Поэтому для кого-то, кто сейчас слышит то, что я говорю, это кажется каким-то бредом, потому что вы понимаете, что должны быть разные сезоны. Но мне, к примеру, нравится солнце. И если бы Бог отвечал на мои вот подобные молитвы, то в нашей жизни вообще происходил бы полный коллапс. Ну и еще мы должны понимать, что для всего есть свое время. Когда мы были маленькие, нам родители покупали самокат, мы отталкивались одной ногой и ехали на этом самокате. Потом покупали трехколесный велик. Потом у нас были какие-то большие велосипеды, у кого-то даже мопеды были. Потом люди пересаживаются на автомобиль. И когда ребенок, например, 3-летний, просит: папа, я хочу автомобиль, ни один нормальный папа не купит ему автомобиль. Так же и с Богом. Он знает, когда и что необходимо для нас в нашей жизни. Хотя иногда нам так сильно хочется, иногда мы так сильно и страстно молимся о чем-то. Но Господь как будто бы, как добрый отец, говорит: сынок, чуть-чуть повремени, придет время, и это придет. Но сейчас время для других вещей. Я считаю, что есть, во-первых, необходимость, надо ли это тебе, а второе, есть время. Если это сильно нужно, то оно придет в правильное время в твою жизнь. Не, ну, конечно, можно отменить, наверное, молитву. Бывают такие молитвы, например, когда ты в какой-то момент, например, ты сделал кому-то предложение, тебя отвергли, и ты в сердцах говоришь: мое призвание быть незамужней, быть неженатым всегда. И ты начинаешь молиться: Господи, благослови меня, все получилось, и я там, как апостол Павел, прошел один весь свой жизненный путь. А потом, да, может быть, ты приходишь в себя через какое-то время, особенно рядом, может быть, появляются какие-то правильные люди, и ты вдруг начинаешь понимать, что молитва была неправильная. Если подобные молитвы ты наговорил, самая классная вещь, которой ты можешь отменить свою молитву, это просто покаяться в ней. И иногда, знаете, мы молимся какими-то молитвами, и мы, как младенцы, можем младенческими молитвами молиться. А младенческие — это зачастую глупые молитвы, потому что это глупые просьбы маленьких детей. Так вот, когда мы вырастаем, мы вдруг начинаем понимать, что это была глупость. Самое классное, как ты можешь эту глупость в своей жизни отменить, это просто поднять руки к небесам и сказать: Бог, прости меня, я был неправ. Это была глупая молитва, поэтому я просто отменяю ее в духовном мире. Я отменяю силу этих слов, которые я сказал. Однажды я приехал в один город, мы в этом городе когда-то служили. И вдруг я, проезжая по дороге, я заметил, что стоит кинотеатр заброшенный. И я вспомнил, что десятилетия назад мы молились за этот кинотеатр, мы церковью обходили его, как стены Иерихона, несколько раз, и мы провозглашали, что этот кинотеатр будет принадлежать нам как церкви. За то время церковь получила свое имущество, построили здание, церковь развивала свое собственное здание, а тот кинотеатр этими молитвами был обвязан. Знаете, я тогда ехал, помню, мимо этого заброшенного кинотеатра, я сказал: Бог, это была совершенно глупая молитва, я разбиваю силу наших слов, я разбиваю силу тех заклятий, которые мы фактически наложили на эту территорию. И что бы вы думали, где-то через полгода, может быть,
там плюс-минус, я узнал, что этот кинотеатр передали на баланс одного государственного предприятия, и потом они дали ему вторую жизнь, и сегодня этот кинотеатр служит для города. Да, есть неправильные молитвы, есть глупые молитвы. Ты просто можешь сказать: Господь, я был неправ, мои слова были неправы перед тобой. Ты просто можешь разрушить и отменить силу этих слов в духовном мире. Я как-то читал Кеннета Хейгена, он сказал: один раз надо помолиться, ты молишься о том, чтобы Бог дал тебе жену, к примеру. Ты один раз помолился, а потом ты все остальное время, до момента, пока ты не получишь свою жену, ты просто благодаришь Бога за то, что твоя жена уже в пути, за то, что ты принимаешь свою жену. Читая Библию, мы понимаем, что не все так просто и не все так однозначно. Есть огромное множество молитв, которые не заканчиваются. И вроде бы мы одни и те же молитвы повторяем. И да, может показаться так, будто бы мы обращаемся к глухому Богу. На этом, наверное, и строится наша какая-то верность, наша неотступность, когда в небеса отправляем вроде бы одни и те же слова, но просто говоря, может быть, одно и то же, мы вдруг начинаем получать откровения в эти моменты, мы начинаем что-то видеть, для нас начинает что-то открываться, и мы вдруг начинаем понимать, что нужно что-то изменить, может быть, нужно применить какую-то там стратегию или какую-то другую тактику. Помните историю, как к Даниилу пришел ангел, он сказал: еще 21 день назад твоя молитва была услышана. То есть Даниил продолжал молиться. В это время происходило сражение в духовном мире. Происходило сражение между архангелами и демоническими силами. И мы понимаем, что вот эта вот наша неотступная, постоянная молитва, она не просто в уши Богу приходит, она еще что-то пробивает, она еще как будто бы что-то ломает в духовном мире. Молиться нужно не один раз, и иногда, может быть, стоит сменить тактику или получить какую-то правильную стратегию от Бога, как правильно молиться, для того, чтобы наша молитва, она не просто была бы услышана, но чтобы она была эффективная и действенная, чтобы по нашей молитве мы что-то получили. Когда мы говорим о молитве, молитва — это не просто слова в уши Бога. Молитва — это когда ты обращаешься к небесам, ты обращаешься к живому Богу. И в это время ты еще от Него что-то получаешь. Ты от Него имеешь какую-то стратегию, и ты от Него имеешь какое-то откровение, как тебе поступить в той или иной сфере, области для того, чтобы достичь результаты. Потому что молитва — это не просто одностороннее послание слов. Молитва — это когда я что-то говорю, и когда я что-то принимаю, когда я что-то слышу от Бога. Нужно учиться больше настраиваться не на то, чтобы правильно что-то сказать в уши Бога, а чтобы наши уши были открыты для Бога и для того, что Он хочет нам сказать по поводу одной или другой сферы нашей жизни. Все, что происходит, оно все к лучшему. И люди многие так и говорят. Они бездействуют тогда, где нужно действовать. Они лезут туда, куда им лезть не нужно. И потом они это все выдают за то, что Бог благ, Он все знал, Он все сделал правильно. Даже из-за того, что, может быть, я там кучу каких-то глупостей понаделал. Здравомысленного христианина от начинающих христиан, давайте так скажем, отличает вот эта способность здраво оценивать свои поступки и понимать причинно-следственные связи. Что есть какие-то вещи, которые мы делаем, а они завтра могут аукнуться либо нам, либо каким-то другим людям, и это принесет не добро, это принесет зло. Да, конечно, Римлянам 8:28 никто никогда не отменял, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Потому что Бог добр. Когда мы обращаемся к Нему, даже после сделанных глупостей, Он все это может обратить во благо. Но есть вещи, к сожалению, которые безвозвратно потеряны. Есть вещи, которые безвозвратно разрушены или безвозвратно сломаны, которые невозможно восстановить. Это отношения, которые из-за глупости были разрушены. Это здоровье, которое было разрушено, потому что люди заигрывали с грехами. Если мы так думаем, что бы мы ни делали, все равно Бог исполнит свой план. Да, Он исполнит его. Просто вопрос всегда в том, со мной или без меня. Я хочу быть частью Божьего плана. А для того, чтобы быть частью Божьего плана, нужно покориться Ему. И не свои пакости продвигать, а покориться Его желаниям, Его путям и двигаться в этих желаниях и в этих путях. План Божий все равно осуществится. Всегда вопрос, с тобой или без тебя.
Я позволю себе поделить грех на 3 категории. Первое, например, это то, что происходит в невидимом мире, который называется мое сердце. Это то, что между мной и Богом. Это мои мыслительные все процессы, желания, мотивация и тому подобное. И здесь иногда даже не надо никому это говорить. Потому что, когда Слово Божие вскрывает твою мотивацию, когда ты начинаешь вдруг понимать мотивы своего сердца, ты начинаешь понимать какие-то глубокие, скрытые вещи, которые жили внутри твоего сердца. Самое главное в этот момент просто прибежать к Богу и сказать: Бог, я увидел, я все понял, я готов в этом покаяться, я готов в этом измениться. Поэтому это такие грехи, из-за которых не надо бежать куда-то и кому-то что-то открывать, что-то исповедовать. Но, например, есть грехи, которые мы делаем против людей. Мы можем кого-то оскорбить, мы можем кого-то обидеть, мы можем сказать неправду, мы можем что-то как-то нагрешить своим языком или какими-то своими поступками, там, сделать обещания и не выполнить их. В этот момент этот грех, его не просто надо исповедовать перед Богом и просто сказать: Бог, прости меня. Необходимо подойти к человеку и сказать: слушай, вот такая ситуация была, я вот так высказывался, я обещал и не сделал, или я сказал какие-то слова, а это была ложь. Вот важно просто подойти и человеку сказать, что это было неправильно, попросить прощения и примириться. Есть еще такие грехи, которые называются дела плоти. Это вещи, которые люди делают, и они их делают не просто даже против себя, они делают это против тела Христа. Кто-то попадает в прелюбодейство, кто-то попадает в какое-то воровство, люди из оккультизма выходят. И вообще все, что, например, связано с грехами плоти, связанные с нашим прошлым, вот это как раз-таки необходимо исповедовать каким-то служителям, которые помогут тебе, и которые помолятся за тебя, и которые принесут свободу в твою жизнь. Поэтому есть, например, грехи, которые между тобой и Богом, ты можешь покаяться перед Богом. Есть грехи, которые тебе все равно необходимо вытащить в свет и попросить прощения у людей там, где ты грешил. А есть грехи, которые просто необходимо, чтобы были свидетели твоего покаяния, и были люди, которые помогут тебе от этих грехов избавиться. У нас до этого были съемки о порнографии, там, о похоти. Вот как раз-таки это такие вещи, которые так глубоко и так липко цепляются к сердцам людей, что они не могут уже сами избавиться. Им нужен кто-то, кому они придут, кто им послужит, кто за них помолится и перед кем они это откроют. Для того, чтобы освободиться и от чувства вины, и от стыда, и от страхов, для того, чтобы потом в дерзновении противостоять этому греху. Была такая история, я помню, это была, наверное, первая церковь, в которой мы служили. И мы приехали, и церковь, она не просто не стала расти. Там было, может быть, 25-30 человек, когда мы приняли эту церковь. Но через месяц, через 2 от этой церкви, наверное, осталось 3/4. Мы уже не досчитывались нескольких людей. И я думаю, где-то через месяца 3-4 мы не досчитывались, наверное, 1/3 всех людей, которых мы получили. И она не то что не росла, она начинала деградировать, и мы это очень четко осознавали, что церковь просто становится меньше. И, конечно же, я винил себя в этом, и мне казалось, что это была большая ошибка, зачем мы приехали. Всегда одна вещь помогает тебе в таких ситуациях: не бросить, не сдаться, не опустить рук. Это когда ты внутри своего сердца понимаешь, что ты призван. Бог тебя на это место и к этому делу призвал. И я помню, когда я только вообще первое мое служение в селе, я приезжал туда. Сначала у меня было большое дерзновение, мне казалось, что я все победю очень быстро. Потом эта эйфория где-то через 3-4 месяца прошла, я стал понимать, что ничего не происходит. Вот как вот про первый случай я говорил. И в какой-то момент у меня начали руки опускаться. Я стал искать себе замену, я начал думать о том, что было бы классно мне заняться бизнесом, не заниматься больше служением, потому что служение, наверное, это не мое. Как в первом случае, так и во втором случае я просто пришел к Богу, я стал перед Богом это говорить: Господь, ничего не получается, ничего не работает, давай найдем замену, давай что-то куда-то будем двигать. Знаете, вот я считаю, что когда у тебя все идет не так и все идет не по плану, все равно продолжай приходить к Богу, потому что Он тебе что-то скажет. И мне, что в первый раз, что во второй раз, пришло одно и то же послание.
что Бог меня для этого дела призвал, что Бог меня для этого дела приготовил. И Он мне даст и мудрость, и силу. Каждый раз, когда я приходил к Нему, это меня так вдохновляло. Вставая с молитвы или поднимаясь там, с колен, или заканчивая молитву, я вдруг внутри осознавал, что бы ни происходило в данный момент, Бог начал через меня, и Бог будет продолжать. Потому что на этом есть призвание от Бога в моем сердце. Важно любое дело, которое мы делаем сегодня для Бога, любое дело, которое мы осуществляем сегодня в жизни, в бизнесе, семья наша, важно быть уверенным, что за этим изначально стоял Бог. Потому что то, зачем стоял или стоит Бог, оно всегда обречено на Божий успех. И это всегда дает силы не упасть и не опустить наших рук. Надо пойти учиться. Лучше всего 5 лет где-нибудь. Я могу вам сказать, дорогие друзья, нужно настроиться на то, что Бог будет давать тебе самые мелкие невидимые задания. И только верных людей, которых Он испытал в малом, Он будет ставить на большее. И люди, которые по-настоящему закатали свои рукава, и лучше всего, чем выше, тем лучше, и готовы в поте лица трудиться, может быть, заниматься не самыми благородными вещами. Мы чаще всего, служители Божии, которые сегодня служат, о которых мы все знаем, они начинали чаще всего с таких служений, которые были невидимые. Техническая какая-то работа, это какое-то служение руками, кто-то мыл полы, кто-то таскал вечерю, кто-то обеспечивал приезд гостей, кто-то, как я уже сказал, таскал оборудование или коннектил это оборудование. Но люди делали это верно. Для того, чтобы Богу поднять служителей, ему необходимо увидеть людей, которые в малом верны, и Он просто даст им чуть большее задание, чуть большее задание, чуть большее задание. Это люди, которые на основании своей верности, они начинают духовно развиваться. И этих людей замечает сам Господь. И эти люди чаще всего в самом начале пути, вот в самом начале церкви, это люди незаметные. Но потом, благодаря своей верности, на этих людях начинает лежать какая-то часть функционирования церкви. На их плечах что-то лежит, без них уже что-то может не функционировать так, как должно. И именно из таких людей Бог взращивает людей, которые в конечном итоге либо начинают церкви, либо они приходят в управление церквями, они становятся частью пресвитерских команд. Это те самые люди, о которых сегодня говорят, это пастор какой-то церкви. Но по факту это человек, который руководит церковью, это человек, который занимает пресвитерскую должность или пресвитерскую позицию. Все начинается с верности, не с семинария, не с библейской школы. Библейская школа должна быть потом. Когда человек начинает служить, она ему должна быть в помощь, а не для того, чтобы он пришел из библейской школы с огромным количеством знаний, но при этом неверный, при этом не способный заботиться хотя бы об одном человеке. И такие люди чаще всего попадают в какое-то обольщение. Но люди верные, они начинают расти от того, что они делают. И раз за разом они прибавляют в этом, и сам Господь двигает их. Не, ну, конечно, Бог везде. И даже Он же был везде и до того, как ты принял Его в свою жизнь. Мы идем в церковь, потому что я рыба, а церковь – это мой океан. И ни одна рыба, она не может без океана. И на самом деле еще одна очень важная вещь. Бог придет за церковью. Бог делает свою работу через церковь. Бог открывает тайны в духовном мире сегодня через церковь. То есть сегодня сам Иисус говорил о том, что Он умирает и Он воскреснет для того, чтобы создать церковь мою, Он говорил. То есть основная цель Иисуса – это не просто спасти меня. Основная цель Иисуса – построить сообщество людей, которые будут вместе исполнять Его предназначение и Его волю. И не зря написано, например, в Деяниях апостолов, что Бог прилагал спасаемых к церкви. Он не прилагал спасаемых к своей квартире, чтобы они в Ютубе просто смотрели проповедников и дома читали Библию. И на самом деле, даже если ты занял такую позицию, тебе кажется, что я буду жить вот так. Ты долго не протянешь однозначно. Во-первых, я тебе сразу могу сказать, твоя вера, она рано или поздно остынет, и ты снова превратишься
превратишься в того человека, кем ты был до Христа, до того, как ты принял Христа, если ты не ходишь в церковь. Это раз. Второе, однозначно люди, которые сегодня не являются частью церкви, они попадают в разного рода обольщения и ереси. Не надо обманываться. Это чаще всего люди, которые живут в каких-то своих догмах, они живут в каких-то своих взглядах, которые вообще ничего общего не имеют с Царством Божьим. Еще одна очень интересная вещь. Когда мы говорим и вообще читаем Писание, и мы говорим об общении с Богом, то мы видим, что Бог проявляет себя через людей, через их дары, через их таланты, через их какие-то способности. И вот Бог огромное количество людей приводит в церковь. И для нас Он там служит. Мы получаем там истину, мы получаем там какие-то ответы, через свидетельства, через какие-то слова, может быть, пророческие слова мы там слышим. Мы слышим там Слово Божие, которое нам открывают, и мы через толкование Слова Божьего, в том числе, мы начинаем понимать истину больше. Поэтому, если ты один дома пытаешься понимать Бога, ну, я тебе могу сказать, ты из всей образно, если так можно сказать, 100% истины, которая должна была бы тебе открыться на земле за всю твою жизнь. Ты, может быть, если ты сам будешь очень усердно изучать Слово Божие, ты будешь стабильный, ты будешь постоянный, ежедневно любить Бога и искать Его, может быть, 1% всей истины ты получишь. Потому что Богом было так устроено, что вся полнота истины, она должна была открыться для меня и для тебя через тело Христа, через разных людей, через их дары. Кто-то в мою жизнь пророчествовал, кто-то в мою жизнь что-то говорил, кто-то меня поддерживал, кто-то меня ободрял, кто-то открывал какие-то слова из Писания, и это было тем, что мы называем слышание голоса Божьего. Поэтому мы ходим в церковь, потому что мы часть церкви, и это наш океан, как для рыбы. Мы не можем без церкви. Это наше сообщество, это люди, подобные нам, мы у них чему-то учимся. А второе, мы часть церкви, потому что церковь — это огромная картина, состоящая из огромного количества пазлов. И пазл сам по себе, он вообще ничего на самом деле не значит. Когда ты смотришь на этот пазл, он может быть там двухцветный всего лишь. Это вообще ничего нам не открывает и ничего не показывает. Но когда пазл на своем месте, и когда он часть огромной большой картины, мы видим невероятный, может быть, пейзаж, или мы видим какую-то картину невероятной красоты. И мы понимаем, что без этого пазла не было бы всей картины. И при этом сам пазл без остальных кусочков, он тоже сам по себе не имеет никакого смысла. Вот это вот то, кто я и кто церковь. То, для чего я и для чего нужна церковь. Когда мы говорим о том, что не надо у Бога просить то, что Он и так нам хочет дать, я бы тут не горячился. Потому что Бог глобально смотрит на вещи. И Он хочет мне дать какие-то глобальные вещи. Он хочет, чтобы я вошел в свое призвание, Он хочет какие-то такие глобальные свершения в моей жизни. Но есть огромное количество мелочей, из которых и состоит моя жизнь. И эти мелочи, они включают стул, на котором мне сидеть, одежду, которую мне носить, причем ту, которая мне нравится. Поэтому мы молимся, открываем свои желания, наши желания совпадают с сердцем Божьим. Это начинает создавать такую божественную коллаборацию, несет определенную силу. И мы, соответственно этому, мы получаем какие-то ответы от Бога. И есть огромное количество вещей, к примеру, в нашей жизни, которые мы получили, потому что мы их хотели, потому что мы их просили. Бог очень много таких вещей оставляет вообще на наше усмотрение. Сколько я буду иметь детей, в каком месте я буду жить, как это место будет устроено, буду я ютиться в однокомнатной квартире, или я хочу, может быть, гораздо более просторные площади. Буду я ездить, к примеру, на велосипеде сегодня или на машине. Это все на мое усмотрение оставлено. Бог об этих вещах, Он не то что не заботится, Он просто сказал: сын мой, как тебе нравится, так давай будем поступать, так и давай будем делать. Это те самые вещи, которые, во-первых, ни на спасение не влияют, ни на какие-то глобальные цели, которые есть в сердце Бога. Поэтому огромное количество мелочей, из которых состоит сегодня твоя жизнь, это то, что тебе необходимо открывать перед Богом и говорить: Бог, вот мое желание. Я хочу получить от тебя вот такую штуку, вот такого бренда, к примеру. Может быть, наоборот, без никакого бренда, чисто черную. То есть ты сам говоришь перед Богом, что ты хотел бы от Него. И иногда то, что ты решаешь в своем сердце, и то, что ты открываешь перед Богом, это
потом и будет в твоей жизни. И очень много вещей есть вообще в нашей жизни, потому что мы так хотели, потому что мы к этому стремились, потому что мы за это молились, мы об этом ходатайствовали. Богу не то, что все равно. Это мелочи, которые Он оставил на наше усмотрение. И в том числе есть огромное количество вещей, которых нет в нашей жизни. Есть что-то, что мы так никогда и не видели в нашей жизни, потому что мы об этом даже никогда и не просили. Было в моем сердце, это было мое желание, я открывал свое желание перед Богом, и я получил сообразно моему желанию. Аминь. Когда мы говорим о страданиях, и у праведных людей есть страдания, и у неправедных людей есть страдания. Интересно, что всегда есть два типа страданий. Первый тип страданий, в псалмах написано, что беззаконные, они страдали из-за своих безрассудных путей. Кажется, что это какие-то беззаконные, это люди, которые Бога не знают. Мы иногда просто глупо поступаем, потому что мы либо недооцениваем что-то, либо мы себя переоцениваем, либо нам кажется на какой-то момент, что вот вести себя так или вести себя вот так – это нормально. Это может быть какое-то безрассудство, из-за которого завтра мы будем страдать. Вот просто я сейчас сижу в футболке, в джинсах, на улице, к примеру, минус 15. Я там вдруг решил, что я герой, я могу не одеваться нормально, я могу ходить в сланцах в такую погоду. И есть огромное количество людей, которые играют с подобными вещами. Это безрассудство, это глупость, потому что завтра можно просто что-то себе наморозить, что-то отморозить, потом страдать от этого. И есть куча вещей в нашей жизни, которые мы сами позволили быть. Мы как будто бы открыли дверь. Это может быть либо какой-то грех, либо какая-то глупость, которую мы говорили, либо какие-то вещи, в которые мы верили, в том числе глупые, может быть, вещи. Мы как будто бы этим открыли дверь для ненужных страданий в нашу жизнь. Это раз. И, конечно, когда мы мудрые люди, и мы от этого безрассудства уходим, мы можем анализировать, и мы можем понимать, что я и мои, может быть, грехи, может быть, мои слова, может быть, мои какие-то глупые действия, они стали причиной того, из-за чего я сегодня страдаю. И вот мудрый человек, анализируя это, может сказать: Бог, прости меня, пожалуйста, я каюсь в этом, и во имя Иисуса Христа я отказываюсь от этих действий, поэтому, пожалуйста, обрати это все во благо. В этот самый момент все твое страдание Бог будет запускать для того, чтобы тебя чему-то научить и для того, чтобы сделать тебя более сильным в чем-то. Это первый тип страданий. Второй тип страданий. Мы понимаем, что есть огромное количество вещей в нашей жизни, которым мы научимся только через трудности. Когда у меня в моей жизни все хорошо, когда у меня само все там мне в клювик падает и без усилий все приходит в мою жизнь, знаете, это не сделает меня сильным человеком. Когда мы читаем послание Иакова в 1 главе, написано, что страдания, они делают нас мудрыми. Страдания, они что-то меняют в нашем сердце. Поэтому Бог допускает какие-то трудности, какие-то испытания, проходя через которые мы становимся как раз-таки людьми сильными. Мы чему-то в том числе учимся. Особенно для людей, которые любят призывать страдания на свою жизнь и говорят: Бог, испытай меня. Не молись такой молитвой. Сама жизнь, если ты куда-то двигаешься, она будет тебе бросать какие-то вызовы, которые тебе необходимо преодолевать. И иногда это будет страдание в твоей жизни, иногда это будет какое-то испытание в твоей жизни. Но когда ты пройдешь его, ты станешь чуточку выше, ты станешь чуточку сильнее. Поэтому все эти вызовы в нашей жизни, которые мы проходим, мы понимаем, что это не из-за нашего безрассудства. Все эти вызовы, когда мы их вместе с Богом проходим, они сделают нас только сильнее. Аминь. Не, ну давай, есть еще и третий. Есть еще и третий тип страданий. Это дьявол. Помните Иова, которого просто фактически дьявол хотел растоптать? Чаще всего это страдания, которые испытывают разного рода служители, которые прорываются в своем призвании, которые делают что-то невероятное для Бога. И весь духовный мир хочет такого человека остановить. Это другой тип страданий. Это страдания, связанные с твоим служением. В этих страданиях тоже сам Господь даст тебе силу. Помните апостола Павла, который молился о том, чтобы Бог удалил это жало во плоти? Многие люди говорят, что это была болезнь, но я лично верю, что это были какие-то
какие-то демонические силы, которые возбуждали целые города, куда он приходил с проповедью Евангелия. И куда бы он ни пришел, где бы он ни появился, огромное количество иудеев восставало чаще всего против него. И они целые города против него настраивали. За этим, скорее всего, стояла демоническая сила. И вот он молился о том, чтобы Бог освободил его от этого жало во плоти, как он это назвал. И Бог ему тогда ответил, что моя сила совершается в твоей немощи, и тебе достаточно благодати, тебе достаточно силы. Когда мы исполняем Божие поручение, однозначно мы столкнемся с противостоянием духовного мира. Но я тебе могу сказать словами апостола Павла, у Бога достаточно благодати и силы для того, чтобы ты завершил то, что Бог хочет сделать через тебя. И это факт. Аминь. Что я уже запарился. Кстати, если мы говорим о молитвах, есть разного типа молитвы. И когда мы говорим про Кеннета Хейгена, он очень сильно любил молитву веры. Марк 11, 22 и 24. Этот отрывок места Писания он очень много цитирует, и он очень много практикует подобную молитву. Но есть молитва ходатайства. Это когда мы неустанно, ежедневно за кого-то ходатайствуем, за какие-то нужды и проблемы в людях. Есть молитвы на иных языках, которые вообще никогда не должны останавливаться. Есть молитвы прошения. Это когда мы снова и снова с какими-то нашими нуждами обращаемся к Богу. Есть разного типа молитвы. Есть молитвы какие-то, которыми мы один раз помолились. Мы сказали: Бог, было бы классно нам получить что-то от Тебя, там, какую-то машину или какое-то благословение. Мы забываем об этом, потом проходит год, полтора, два, мы получаем ответ, и мы понимаем: один раз помолился, все сработало. Но есть целый пласт молитв, который никогда не должен прекращаться. Это молитвы ходатайства, это молитвы за кого-то другого, за нужды каких-то людей. И это та самая вещь, которую, может быть, мы на постоянной основе исповедуем, утверждая в духовном мире. И это те самые слова, которые слой за слоем наслаиваются и начинают что-то постепенно выстраивать в нашей жизни в том числе.